Доброе утро, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Тема урока «Мы летим на Марс». Сегодня на уроке ты научишься определять значение незнакомых слов и основную мысль отрывка, формулировать вопросы и аргументировать свои ответы. Сегодня мы получили телеграмму. Давай вместе ее прочитаем. Дорогие земляне, мы знаем, что вы разумные и сообразительные. Нам нужна ваша помощь. Помогите нам покорить вулкан. Марсиане. Наш адрес. Солнечная система, планета Марс. Планета Марс. А какая она? Где она находится? Узнаем об этом, посмотрев следующее видео. Марс – это четвертая от Солнца планета. Она находится в так называемом поясе жизни нашей звездной системы. В отличие от Меркурия, где плюс 500 градусов по Цельсию, или Юпитера, где минус 100 градусов, на Марсе вполне комфортный температурный режим. На его полюсах ночью тоже бывает 100 градусов мороза, но на экваторе на солнышке днем до плюс 30. Это почти тропики. У Марса есть атмосфера, правда, состоит она в основном из углекислого газа. Но зато в ней нет паров серной кислоты, как, например, на Венере. Марс такой же твердый, как и земной шар. То есть по нему можно ходить, ездить на машине. Подобное удовольствие можно испытать не на всех планетах Солнечной системы. Например, Сатурн – это гигантский газовый шар. Зданий и дорог там не построишь. Марс вращается вокруг Солнца со скоростью практически равной земной. Но из-за того, что его орбита длиннее, год на Марсе равен 2 нашим. А вот вокруг своей оси планета вертится довольно быстро. Марсианские сутки равны 24 часам и еще 40 минутам. Сейчас мы вместе прочитаем текст с остановками. Выполним задание к тексту. Слушай внимательно. А на Марсе марсиане вновь копаются в вулкане. В самом-самом настоящем, но остывшем, не горящем. В помощь вызвали землян вместе покорять вулкан. Итак, задание к тексту. Где происходят события? На Земле, на Марсе, на Сатурне, на Юпитере. С какой целью вызвали землян марсиане? Встретиться с друзьями, для оказания помощи, отпраздновать день рождения марсианина или посмотреть фильм? События происходят на Марсе, и марсиане вызвали землян для оказания помощи. Используя дополнительные источники, объясни значение слова «покорять». Что означает это слово? Покорять, подчинять, заставить повиноваться, делать подвластным, зависимым, брать верх и побеждать. Покорять вулкан. Запомни, устойчивое выражение, фразеологический оборот «жить на вулкане». Жить как на вулкане. Что это значит? В постоянном беспокойстве, в ожидании неприятности и опасности. Жить на вулкане. Используй в речи образные выражения. Тогда речь будет более красивой и выразительной. Как ты думаешь, а кто будет помогать марсианам и землянам в покорении вулкана? Подумай, в каждой группе буква одна лишняя. Запиши их. Получится имя помощника.
Проверь себя. Робот. Роботы будут помогать марсианам и землянам. А кто такие роботы? И как они работают? Узнаем об этом, посмотрев следующее видео. В современном мире роботы уже повсюду. Они выглядят очень разнообразно. Робот – это умная машина, способная выполнять заданные действия, анализировать изменения обстановки и даже самостоятельно реагировать на них. Роботы выполняют самую разную работу – тяжелую и опасную, высокоточную и однообразную. Они могут действовать самостоятельно или под руководством специалиста. Больше всего роботов внутри новых автомобилей. Электронный мозг подскажет водителю путь, включит комфортный температурный режим, сэкономит топливо и даже поможет припарковаться. Роботы собирают другие аппараты, стирают одежду, моют посуду, убирают дом, будят нас по утрам. Также они тушат пожары, исследуют глубины океана и просторы космоса. Сегодня без этих умных машин мы уже не можем существовать. И мы продолжаем чтение интересной истории про марсиан. Слушай внимательно. Пробурили в твердой лаве шахту длинную, туннель. Быстро роботы копали, днем и ночью, им не лень. Ведь у робота программа. Много кнопочек нажмешь, и работать робот станет заводной, не оторвешь. Выполним задание к тексту. Найди в тексте определение слова «туннель». Узнай в интернете значение слова «пробурили». Почему работали только роботы? Как долго могут работать роботы? Определи основную мысль отрывка. Как ты думаешь, что дальше произойдет? Итак, туннель – длинная шахта. Что означает слово «пробурить»? Пробурить – просверлить, пробить буровыми инструментами отверстие в грунте горной породе. Пробурить нефтяную скважину. Пробурили в твердой лаве шахту длинную, туннель. И роботы, почему же они так долго работали и не уставали? Быстро роботы копали, днем и ночью им не лень. Ведь у робота программа. Вот в чем главный секрет роботов. И мы продолжаем читать нашу историю. Бурят лаву там и тут. А вчера нашли ребята настоящий изумруд. 40 метров вдоль туннеля, 40 метров в вышину. И пока что не измерен этот камень в глубину. Задание к тексту. Выпиши выделенное предложение. Какое действие обозначает слово «нашли»? Возможно ли определить размер камня? Почему? Пофантазируй. Что подумали марсиане, когда узнали, что роботы нашли изумруд? А вчера нашли ребята настоящий изумруд. Слово «нашли». Что сделали? Это глагол, обозначает совершенное действие в прошедшем времени. И давай немного пофантазируем. Что же подумали марсиане, когда узнали, что роботы нашли изумруд? Ура! Я так долго искал изумруд! Как я рада! Я создам ювелирные изделия из изумруда. А мы построим дома из изумруда. А я буду продавать изумруд жителям других планет.
Следующий наш отрывок. Слушай внимательно. Удивились марсиане. Здесь, в вулкане? Ну и ну! Мы давно его искали на других больших планетах. В галактику летали. И еще далеко где-то. Задание к тексту. Измени выделенные слова так, чтобы они отвечали на вопрос «что?». Запиши, разделив на слоги. Чему удивились марсиане? Где они искали изумруд? А как ты думаешь, для чего марсианам изумруд? Выделенные слова в тексте планетах, галактику. Планетах. Что? Планеты. В данном слове 3 слога. Пла-не-ты. Слово галактику. Что? Галактика. В данном слове 4 слога. Га-лак-ти-ка. Что же такое галактика? Это система из звезд, звездных скоплений, межзвездного газа и пыли, темной материи и планет. Такая загадочная галактика. Слушаем продолжение интересной истории. Из кристаллов будут строить светлый город изумрудный, чтобы светом Марс наполнить вместо пыльных трудных будней, и посадят на планете изумрудные сады, чтобы радовались дети, и, конечно, с ними ты. Задание к тексту. Перескажи, зачем нужен изумруд марсианам? Как ты думаешь, почему именно изумруд искали марсиане? Итак, давайте немного поразмыслим, почему именно изумруд нужен был марсианам. Итак, марсиане очень обрадовались, когда роботы нашли изумруд. Они хотели построить изумрудные дома, чтобы наполнить светом темную красную планету Марс, посадить зеленые сады и, конечно же, чтобы в этих садах радовались дети. И планета Марс стала зеленой. Вспомни, какая же планета Марс? Вспомни все факты о Марсе, которые мы изучали на прошлых уроках. Марс – красная маленькая планета. Это 4-я по счету планета. На ней почти нет кислорода и воды. Много лет назад на планете могли быть реки, моря и океаны. Потом что-то случилось, и вода исчезла. А ученые продолжают искать. Почему же планета Марс красного цвета? Узнаем об этом, посмотрев видео. Марс. И даже древние жители называли Марс кровавой планетой. А секрет красного цвета Марса тот же, что и у крови человека. Наличие железа дает красный цвет. На сегодняшний день ясно одно – марсианская почва красно-бурого цвета. И небо над Марсом не голубое, как мы привыкли видеть, а тускло-розовое, потому что в атмосфере Марса всегда присутствуют частички красноватой пыли. И дышать марсианским воздухом человек не сможет. Вот и подходит к концу наш урок русского языка. Пожалуйста, оцени свою деятельность, выбрав яблоко с дерева успеха. Вот и подошел к завершению урок русского языка. До новых встреч!